мы были там, в нас прилетела буквально одна из первых светошумовых гранат. Ты просто вышел на улицу, ты воспользовался своим конституционным правом, и тебя за это просто выстрелили. Осколками мне прилетело, кроссовок разорвало, но нога там уже невозможно смотреть на нее. Мне попало в спину, от спины отрикошетило в руку и взорвалось уже непосредственно в руке. С того момента, когда посадили Бабарика, это был первый кандидат, за которого я прочитала программу и такая: ого, я хочу за него проголосовать. Я решила записаться в наблюдателя, то, что можно сделать в рамках закона. Когда объявили результаты голосования, я не удивилась. И 9 августа, в тот момент, когда это произошло, я ощущала собственную ответственность, потому что я была одним из тех, кто реально знал, насколько сильные фальсификации. Я на самом деле прагматично шел. Я знал, что дают 15 суток. Я взял отпуск на 2 недели, отложил деньги на штраф себе и сыну. И мы с сыном пошли 9 августа посмотреть на результаты голосования. Комиссия не выходила где-то, наверное, до часов 10. А потом она в сопровождении милиции, они быстренько убежали там. И вот это был триггер для того, чтобы пойти в центр. Я вообще-то собирался выйти 9 августа, но 9 августа я уехал. Ну, уже тогда у нас интернета не было. Утром я глянул в Евроньюз, результаты там 79%. И выехал я тогда уже в Минск. Тогда я в тот момент собирался поехать на Стеллу. Ну и с Ольшевского двигал в сторону Пушкинской. Смотрю, сколько народа, просто тысячи. И какая мне Стелла? Здесь, на своем районе, родном. Но мы были у Стеллы. В нас прилетела одна из первых светошумовых гранат. Мы стояли на дороге с Костей. Я увидела вот эти вот первые дым и хлопки. Я сказала Косте, что хочу домой, и в этот момент прилетела. Буквально вот она разорвалась между мной и ним, возле моей, получается, правой ноги, его левой, в его сторону осколки, в мою сторону огонь. Я пользуюсь тоналкой, но вот эта вот точка – это след от резиновой пули, который мне прилетел буквально вот в тот момент, когда я сказала, что я хочу уйти, но я это не почувствовала. Вот она стояла, в какой-то момент на меня дернуло, типа, я хочу уйти, я смотрю, у нее кровь идет на щеке, мы собрались буквально, это произошло в тот же миг. Мы собрались отходить, подорвались, я упал. Я начал отползать, звать на помощь. Меня подхватили несколько ребят и отнесли в скорую помощь. И когда меня внесли в скорую помощь, там кушетка уже была занята, там уже лежала Маша. Мы ехали, Маша все потеряла сознание, приходила в себя, звала меня, теряла сознание, я держал ее за руку. Нам поставили по-быстрому капельницу в этой скорой. То есть мне буквально сделали прямую капельницу, и врач стоял, держал, парамедик. А я лежал вот так, держал свою ногу на весу. У меня были ожоги правой и левой ноги. Было 7, кажется, осколков. Но мне повезло, они все попали в мягкие ткани. Скальпированная рана наружной поверхности стопы. То есть деформация костей, многооскольчатый перелом пятки. Что еще? Ожог у меня был. Сотрясение мозга, я упал, ударился, порванные барабанные перепонки. Ну и в правую ногу еще там порядка 5 осколков влетело. Отсюда у меня взяли кожу. Могу ногу даже показать, в принципе. То есть она выглядит, конечно, не очень хорошо. Здесь вот осколок пятки, вот пальцем показываю.
Вот здесь еще один, вот еще один. Очень врезались поначалу при ходьбе, сейчас уже вроде как-то полегче. У меня пятка вместо того, чтобы быть вот в этом положении, то есть вот здесь, она здесь. И из-за этого у меня нога стала короче на это расстояние. И хромота у меня в первую очередь из-за вот этого укорочения ноги. То есть у меня сейчас это дает последствия на все тело, вот уже удивительно нафиг. С течением времени он может все дольшее расстояние проходить без боли. Допустим, да, раньше я выходил в город, в магазин мы ходили, я уже шел обратно, говорил, как мне больно. А теперь я могу, гулять. Гулять сколько захочу. Нам преградили дорогу, мы не смогли дойти до Стеллы. Мы стояли на таком пригорочке с сыном. Я видел, что стоит милиция, но мы стояли просто так хаотично, скажем так, разбросанно на этом пригорке. Тут появляется, значит, уже ОМОН, идут, стучат с щитами, и они прямо вот уже прямо передо мной практически. Взялись мы в сцепку, я постарался закрыть уже Артема. К этой сцепке уже начали прям вплотную они двигаться, начали бить дубинками, греметь щитами, пырскать слезоточивым газом. Очень многие начали просто отходить, потому что им попал этот слезоточивый газ. И в какой-то момент папа, держась за глаза, начинает уходить. То есть он отворачивается и уходит. Я его в этот момент теряю. Потом прозвучал просто первый хлопок. Люди начали бежать, и у меня появился звон в ухе в левом. И он не один был, там несколько взрывов было. Ты вроде бы все слышишь, но в таком эхо, таком непонятном. Смотрю на руку, а у меня там дырка такая в руке. В какой-то момент увидел силуэт человека, который загражден людьми. И я увидел на этом человеке кроссовки моего папы. Начинает мозг уже просто догонять, что произошло. И я подхожу туда и вижу просто как папу на колени в полусогнутом состоянии с вывернутой рукой и просто стекающей кровью по ней. Вот она попала в спину, но повезло, что она попала в ребро именно, то есть не между ребер, а в ребро. Отрикошетила в руку и взорвалась здесь уже непосредственно в руке. Вообще сказали сначала, что это осколок гранаты. Потом в больнице уже непосредственно сказали, что это пуля, но просто она не стандарта какого-то, к которому они привыкли. Муж с сыном, когда уходили на это мероприятие, и взяли старый телефон 1 на 2, вставили симку, и я позвонила, не помню во сколько часов, в 10 вечером, может быть, и не ответил никто. Думаю, там, наверное, достаточно шумно, больше звонить не буду уже ждать от них звонка. И сын позвонил, сейчас уже не помню, было это 11 или 12, что-то около этого времени. И сказал: мама, не волнуйся, в папу стреляли, папу ранили, но с ним все хорошо. И в один момент возле магазина там «Богатырь», осколками мне прилетело, кроссовок разорвало, нога там уже невозможно смотреть на нее. Я и старался не смотреть на нее, дополз там как-то, все, меня там уже подхватили люди, простую гражданскую машину закинули, и водители там тогда были такие, Виктор с Татьяной. Все, Татьяна меня там водой обливает, говорит: пей больше, не выключайся. Залил им там нормально салон. Без СНП меня привезли. Ставят маску искусственной вентиляции легких, вводят наркоз. Секунд 10, и ты выключаешься. 4 недели я провел в госпитале, вроде 5 операций, если не ошибаюсь, мне было привезено там, и 1 здесь. Я попала в военный госпиталь после того, как мне достали последний осколок из левой ноги. Мне дали достаточно сильный какой-то обезболивающий. Я
смеялась, я была очень открыта. Я помню, как я шутила со своими врачами. Меня отвезли в мою палату, буквально сразу ко мне пришла девушка и мягким голосом со мной разговаривала. И несмотря на то, что я как бы знала, что мне нельзя давать им телефон. То есть ни в коем случае, только все разговоры с адвокатами, я это все знала, но в тот момент я почувствовала какое-то расположение к ней, как к подружке, ну, человек под наркозом, в общем, да. И я отдала ей телефон, она его сфотографировала, то есть открыла мой телеграм, сфотографировала список пабликов, на которых я была подписана. Меня обкололи обезболивающими, ну, собственно, уже лежал под капельницей, это было в первую же ночь. К нам пришли следователи, уже проводили опрос. И на утро ко мне пришел новый следователь, другой уже. И я был как раз уже по операции, ну, после такой тяжелой ночи, под капельницами, под обезболивающими. Я буквально терял сознание и засыпал во время допроса, но у меня взяли все показания. Меня допросили, меня будила, она буквально меня будила, когда я вырубался. С точки зрения юриспруденции такие показания не должны рассматриваться. С точки зрения, опять же, всех вот этих официально-деловых документаций, у меня там есть моя подпись. В госпитале я провела 2 недели. Через еще 2 недели вышел Костя. Мы собирались уехать в Польшу на оздоровление, в санаторий. Его выписали в пятницу, в понедельник к нам пришли. Это было раннее утро, 7 утра, кажется, или около того. Они сказали, что мы должны вас отвезти к следователю, потому что он просто хочет с вами поговорить в контексте вот этого дела о причинении вам тяжких телесных, а мне средних. И не волнуйтесь, это стандартная процедура. У меня был обыск, и после того, как нашли браслетик белый и флажок маленький, такой, как вот в машину ставить, следователь мне объявила, что я перехожу из статуса потерпевшей в статус подозреваемой. Меня отвезли на кресте на ВВС. Мне надо было ухо капать. У меня же разрыв барабанной перепонки. И да, у меня там в тюрьме ухо начало гнить, короче. Заключительный диагноз. Другие сочетания открытых ран, захватывающих несколько областей тела. Огнестрельное ранение левого плеча, грудной стенки слева. Взрывная акустическая травма. Травма в быту. Не, на самом деле, юридически это травма в быту. Я еще не отошел от наркоза. Пришли 2 девушки со Следственного комитета и пытались уговорить, чтобы мы не брали направление на судмедэкспертизу. Максимально пытались снизить риски МВД в этом происшествии. Побежишь на качели к Максиму? Беги, беги, солнце. Сказали про то, что были убиты сотрудники ОМОН, но эта информация вообще не подтвердилась никак. Провел в больнице я 51 день. Приехала ко мне следователь, подполковник Следственного комитета Октябрьского района города Минска. На день 3, как меня перевели из реанимации в общую палату. Когда мы писали заявление, она задала такой вопрос. Почему ты решил, что это прилетело со стороны силовиков? Может, кинули в тебя протестующие? Может, говорит, кто-то кидал, говорит, из окон, но это 9-этажки на Плетыцкого 38. Просто это меня в ступор такой. Я говорю, может, когда немцы отходили с Минска, в 44-м, оставили, я на нее наступил. Почему? Тоже ж версия. Меня без моего присутствия сделали визу просто по паспорту. Да, я был еще в госпитале, просто вот нам очень оперативно сделали визу. Мы собирались ехать во вторник, по-моему, было, потом произошло вот это задержание. Я, как и планировалось, поехал во вторник, родители Маши, так сказать, настояли. Мы переехали сюда, мы сгоняли в Белорусский дом. Не Белорусский дом, он отправил нас в санаторий. У меня здесь живет в Белостоке сестра. Вот мы подались на визы, и потом со мной лежал один друг мой уже на сегодняшний день. И вот он позвонил, говорит, что Виталик, я тебе не рекомендую ехать сегодня домой.
Ну и все, я тогда понял, что все, вероятность уже 90%, надо уезжать. Так, ну... Запрашиваем. Так, еще пока, конечно, запрашиваем. Так. Здесь будет бар. Здесь будет такая кофе-зона. Витрина для сладостей. Вот. Здесь будет блинница стоять. А наверху будет уже непосредственно сама пекарня. Здесь такая зона продажная. Научился делать сантехнику. Сейчас вот разбираюсь с электрикой. Никогда с этим не работал, но вот сейчас учусь. Кто-то видит проблемы, кто-то видит возможности, поэтому я за то, чтобы двигаться, а не бояться всего. Ну, ничего страшного, мы прогорим. Ну, значит, не наше, будем двигаться дальше. Ты уже находился в Варшаве после реабилитации. Я не верил ни в какие протезы, такой полностью отрицал это все. Но со мной связалась девушка Елена из Франции, начала настаивать, что тебя нужно протезировать. Договорились, что я схожу к ортопеду. Связался со мной белорусский дом, Лена с французской диаспоры. То есть она как бы собирала эти, получается, средства. Фактура была в белорусском доме. До этого я ходил, я просто-напросто напихивал плотно кроссовок газетой, шнуровал и вперед. Но это тяжело, очень тяжело. При этом у тебя периодически кроссовок этот при ходьбе слетает. Один из моих приятелей, с которым вместе лежали, мне дал намек, что пойти работать в доставку. Ну и решил приобрести себе велосипед. На моем велосипеде нетрудно ездить. Можешь ты зарабатывать в день и по 200, и по 300 злотых. Я, к примеру, там, делал в день 10-12 заказов. Ну, это 100-125 злотых. Минимальная доставка 7 злотых. Дальше все зависит от сложности маршрута, ну и от километража. В основном через мое приложение заказы приходят там в радиусе 2 километров. Мы очень скучаем по Беларуси. То есть многие говорят, что такие однозначно вот здесь там и лучшие условия и так далее. Ну, как бы да, условия, наверное, во многом может и лучше, но мы все время обсуждаем это, как сильно мы бы хотели бы. Не хотели бы переезжать, в принципе, в Польшу. Мы хотели бы, чтобы в Беларуси было так же офигенно, чтобы все соседи такие: ого, давай поедем в Беларусь. Я больше приобрел, чем потерял. Я научился действительно, я разобрался, что такое дружба и как она работает. То есть люди, которые вроде бы вчера еще были с тобой там близки, говорили там одно, то сегодня это уже, скажем, прошлое. И это даже не разочарование, это стало их реальной оценкой. Мне кажется, что я все 40 лет жил ради вот этого момента. Я единственное, наверное, только жалею, что не всем так повезло, как мне. Не все вышли тогда на площадь, и не все постарались максимально для победы. Если бы вернуть время назад, да, я пошел бы на акцию протеста 10-го, даже, наверное, 9 августа. Да, жалею то, что из-за своей нерасторопности попал под Свету-Шумовую. Ну, не попал бы под Свету-Шумовую, попал бы в Окрестино. По-моему, тот день другого не дано было. Pizza dostawa. Pizza dostawa, dzień dobry.